как правильно подойти к дню соревнований. За сколько дней надо отдохнуть, какие сделать разминки и уже как бы уйти выступать. Потому что были такие вещи, когда ребята говорят, мы не можем никак поднять свой лучший результат на соревнованиях. Я говорю, тренировка как вы делаете? Он говорит, мы за 7 дней до соревнований мы, говорит, делаем прикидку, мы, говорит, жмем максимальный свой вес. Я говорю, тогда соревнования у вас прошли, говорю, неделю назад. Ваши соревнования были вот в зале, а там уже не соревнования, а там уже то, что от вас, говорю, осталось, говорю, через этих 7 дней. Говорю. Вы уже не восстановитесь, и свой максимум ты показал вот за 7 дней до старта. Мастера спорта России. Мы сейчас очень плотно сотрудничаем с Федерацией армспорта. Армрестлинг, армлифтинг, пауэрлифтинг, жим лежа. Вот эти все номинации будем и впредь проводить вместе. В марте у нас будет республика по ветеранам и по юношам. И в июне будет полноценный республиканский полноценный турнир по пауэрлифтингу, где будут не только мужчины и женщины, но опять же мастерский турнир, ветераны и юноши. Вот это будет большое мероприятие, событие. Армлифтинг в нашей республике вид спорта довольно-таки новый, но очень увлекательный. То есть хорош тем, что туда могут приходить именно силовики, которые по каким-то причинам, травмы или еще что-то, не могут выступать в своих коронных видах спорта. То есть пауэрлифтинге, тяжелой атлетики, даже армрестлинге. Чувствуется, как уровень прям поднимается. Особенно порадовали юноши, поднимающие свыше 100 килограмм, 120 было, 130 килограмм, ребятки младше 18 лет. Для меня, как для спортсмена, это соревнование, это обычно как праздник. И вот когда есть возможность, как бы лишний еще раз праздник, только за.